Здравствуйте! В эфире «Чегемская правда». Это первая наша передача в этом году. Мы, в общем-то, изначально хотели подвести некие итоги ушедшего года. Тем не менее, только наступивший год оказался слишком бурным, слишком шумным, слишком скандальным. Наверное, мы, в общем-то, и не будем подводить итоги прошлого года, потому что мы просто, наверное, не успеваем за этим темпом времени, потому что тот год, он как-то плавно перешел в нынешнее по своей динамике и так далее. И сейчас мы сегодня со Стамуром Таней, нашим постоянным экспертом, все-таки попытаемся как бы проанализировать то, что происходит не только в Абхазии, но и вне, потому что достаточно, вроде бы, события, которые происходят в Казахстане, они тоже как бы, Казахстан вроде далеко находится, но тем не менее тоже есть определенные проблемы, которые так или иначе неким образом перехлестываются с абхазской темой. Но начну, наверное, все-таки Стамур вот совсем свежего, с арестов, да, вот очень много у нас всяких историй было связанных там со штурмами там президентских дворцов, там МВД и всяких других, и суд когда-то, да, штурмовали. 2 раза президента мы силовым путем поменяли в этой стране, но первый раз за всю эту долгую историю всяких штурмов, первый раз люди пошли задержание. 5, по крайней мере, вот на 9 число 5 человек сидят, и я как говорят, инсайдерская такая информация, что задержания еще могут быть. В общем-то, как ты относишься к этому происходящему? У тебя есть какое-то видение, что это будет дальше? Это вот такая как бы попытка, наверное, как бы, может быть, испугать, да, может быть, как бы предупредить, чтобы в следующий раз вот такого не повторилось. Как-то может это как бы способствовать тому, чтобы политический процесс у нас пошел в более такой спокойной обстановке? Естественно, ты, я думаю, правильно оценил, что эти аресты связаны с тем, что власть, используя имеющиеся в ее распоряжении правоохранительные средства, обеспечивает, во-первых, собственную защиту и пытается купировать повторение подобных событий. Это действительно так. Если это предыдущие власти не сделали, это не является совершенно гарантией, что не сделает это, или если это не сделает, что следующее не сделает. Вот. Поэтому надо понимать, что подобным опасным событиям каким-то способом нужно поставить конец, положить конец. Другое дело, вот другое есть, обязательно нужно учитывать обстоятельства. В Абхазии так не получится, как это говорил мексиканский президент второй половины XIX века Бенито Хуарес. Моим друзьям всяческая помощь и амнистии, а моим врагам вся тяжесть закона. Вот. Такого репрессивного аппарата в Абхазии, к счастью, нет. И вряд ли его возможно создать, по крайней мере, с опорой на собственные силы. Вот. Поэтому общество, мне кажется, у общества существует серьезное недоверие к обеим силам. Это недоверие.
Вот сначала думаешь, вот, а вот что же, вот смотришь, думаешь, вот что же они творят. Потом другие, что-то еще, другая противостоящая сторона еще что-то выкидывает хуже, чем те, с кем они борются, понимаешь? Мне кажется, они все-таки назрел момент, когда власть тоже должна понимать, что вот так вот избирательно применять законодательство к людям, когда ее сторонники зачастую остаются вообще безнаказанными или к ним самые легкие меры воздействия применяют в случае правонарушений с их стороны, так не получится. Это у нас может привести к выходу вообще из-под контроля правоохранительных органов. У нас общество такое маленькое, мобильное, и никто организованные политические силы, они не позволят с собой таким образом обращаться. И мы можем вообще вступить в какой-то вот такой круговорот этих событий. Мне как видится выход из этой ситуации? Мне кажется, что, во-первых, и власть, и оппозиция, они должны, конечно, вести диалог. Но это не должен быть только диалог власти и оппозиции, потому что они не одни в этой стране живут. Вот. В этот диалог должны быть вовлечены и другие общественные силы. Это первое. Второе, в ходе этого общественного диалога у них есть, у властей и оппозиции, есть точки соприкосновения в той публичной программе, которую они озвучивали. Может, с этого нужно начать. И здесь, как в любой конфликтной ситуации, почему я говорю о привлечении других общественных сил, нужны посредники. Потому что и для власти, и для оппозиции характерен вот такая корпоративная солидарность характерна. То есть они то, что можно твоим, закрывают на это глаза, нельзя другим. Вот. И не замечают своих ошибок, и что они повторяют фактически действия друг друга. Да, поэтому они не воспринимаются как объективная сила. Ну, хорошо. Да. И я вот закончу. Я думаю, что, конечно, продолжать вот эту практику арестов людей, участников этого митинга, я думаю, это будет контрпродуктивно. Я думаю, нужно вступить незамедлительно в диалог, лишить, есть какие-то законные способы. Этих людей, конечно, желательно, чтобы отпустили, вот, которые сейчас задержаны. Но не так просто отпустили, идите и делайте, что хотите. Вот здесь должны быть какие-то сформулированные гарантии. И сказать, что вы знаете, что вот на этом мы это дело заканчиваем. Вот. И дальше либо мы вместе работаем, либо, извините, мы действуем в рамках своих полномочий. Вот. Но, с другой стороны, смотри, у нас все эти периоды, у нас не бесконечная там череда там, штурмов и переворотов и так далее. Тем не менее, какой-то определенный диалог на разных этапах всегда был между властью и оппозицией. Он всегда существовал. Просто вот когда существовали кризисы, потом посткризисный период, он оборачивался там переговорным процессом так или иначе. Но рано или поздно все-таки я вот просто исхожу, допустим, как с позиции президента. Вот надо с этим что-то делать. Что делать? Да. Сажать. То есть, чтобы какие-то последствия, люди знали, какие последствия их ждут в случае того, если они будут врываться там, в здание там, президентской администрации, кабинета министров или там, еще там, МВД или куда еще. Ну вот сейчас посадили, то есть завтра отпустят. А где гарантия того, что вот такого рода события опять не произойдут? Это как-то гарантирует, хотя я даже не уверен, что если людей вот сейчас посадишь, и это как бы будет гарантией того, что опять не произойдет. Обязательно нужно применять правоохранительные меры, но за спиной, чтобы применять такие меры, нужно иметь общественную поддержку. Вот ни власть, ни оппозиция этим совершенно не занимаются. Если власть
правильно, она имеет право людей, которые совершают, она обязана, которые совершают противоправные действия, привлекать вне зависимости от того, это ее сторонники. Не может власть Послушай, а почему не может? Ну вот смотри. Не может. Почему? Я тебе объясню. В прошлом году была история с Ахрой Авицба. Да. Ахра Авицба стал слишком раздражать нынешнюю власть. Да. Потом нашли у Ахры Авицба оружие в большом количестве, и первоначально ему даже выдвигали статью, там, да, попытка совершения там, госпереворота, да, то есть о том, что вот он вроде бы намеревался совершать, но в принципе можно было бы готово как бы не о каких-то намерениях говорить, а по факту того, что, допустим, произошло 9 декабря 2020 года, то, что Ахра Авицба тогда руководил там штурмом, в общем-то, президентского дворца, это факт известный, и сам Ахра Авицба тоже не отрицал этого, да, и то есть, но даже при том, что он стал недругом этой власти, они ему не смогли, и даже у них в мыслях не было предъявить эту статью, потому что, в общем-то, тогда слишком большой клубок, наверное, лиц бы потянулся за Ахрой Авицба, и Ахра Авицба... Самих себя пришлось. Да, самих себя пришлось бы. И то есть себя они посадить, допустим, не могут, да, сейчас они оппозицию посадят. Да, ну, это, знаешь, тоже странная логика. Большевики же себя не посадили за свержение Временного правительства. Но власть рано или поздно, да, может, она придет несправедливым путем, каким бы она путем ни пришла, она когда начинает укрепляться, она будет применять все инструменты. Но отличие от большевиков то, что большевики приходили раз и навсегда с мыслью, то есть они не приходили, исходя из того, что мы придем на 5 лет, а потом мы уйдем и вы придете. То есть рано или поздно у нас ситуация опять поменяется. И тогда я просто боюсь, что это обернется, как бы вы сажали теперь наших сажали, теперь мы будем сажать исключительно ваших. Такое возможно, конечно. То, что ты говоришь, это возможно. Когда эта власть сменится, конечно, может быть, и их посадят. Вот. Может, это хорошо? Ну, может, хорошо. Но я что тебе Может, хочу? это успокоит и тех, и других? Что я хочу сказать? Я думаю, мы уже прошли стадию, когда мы подобного рода вопросы, или мы должны пройти стадию, еще не прошли, к сожалению, должны пройти стадию, когда мы эти вопросы решали способом каким-то кулуарных договоренностей или там по-братски, по-родственному договорились. Вот. От этой стадии развития надо, конечно, переходить к более высокой государственной стадии. Еще раз поэтому хочу сказать, если власть хочет проводить линию по укреплению государства, вот, у нее, во-первых, не должно быть каких-то предпочтений. Раз. Два, она должна заручиться общественной поддержкой. Потому что сразу перескочить к каким-то шагам невозможно. Если ты будешь пользоваться поддержкой общества, конечно, и вообще и мысли никого не будет возникать, что можно что-то штурмовать или что-то делать. Вот. Поэтому мне сейчас кажется, дефицит доверия и к власти существует, и к оппозиции. Они это должны понять. И мы тоже не должны создавать такую почву, что давайте пусть оппозиция, власть договорится, а мы с этим согласны. Мы тоже не пассивные участники этого процесса, нам здесь тоже жить. Я думаю, что общество должно быть вовлечено в этот диалог, да, потому что вот как в Англии, правительство в Англии называется правительство Ее Величества. А оппозиция называется оппозиция Ее Величества, потому что и то, и другое принадлежат британцам, да. Принадлежит политической культуре Британии. Конечно, нам совсем до этого далеко пока, но мы же должны выходить к этому. Да, поэтому я считаю, что вот есть повестка, они озвучили. Власть сказала, мы так видим, реформу конституционную тоже. Оппозиция сказала, у них там 2 или 3 пункта совпадают. Вот. Пусть это будет основой. Вот другие представители, они скажут, ну давайте, вот так мы действуем. А кто за рамки этого выходит, ну вот, все, на это мы заканчиваем.
Начинаем совместно работать. Есть способы, как критиковать, как добиваться власти, парламентские способы прихода к власти. Вот эти механизмы нужно задействовать. Но ты сказал о механизмах, но при этом как бы вот эта история всех этих беспорядков, этих переворотов, которые, наверное, тянутся еще с 2004 года, они остаются. И они остаются, и, конечно, остается. да, и ее остается. Но мы этой истории не дали никакую политическую оценку. Общую. То есть не те две группы, которые периодически друг друга сменяют, у них, конечно, разная интерпретация того, что происходило, но вот этой общей оценки у нас нет. И Айтгалора, я помню, вот общественное движение Айтгалора там в прошлом году предлагало, да, там как бы к какому-то консенсусу прийти, там как бы дать общую оценку этим событиям. А общая оценка истории? Ну, как бы... Ну, это, по-моему, конечно, благое пожелание, но невозможно. Ну, какой-то удобоваримая оценка, когда можно было бы сказать, что это плохо. Дело не в этом. Нужно понимать, что в основе всех политических процессов, политические процессы, они надстроечные. Базовые процессы экономические. Вот. В основе всей этой нестабильности лежит экономическая ситуация в стране. И какие бы оценки ни давали, а где как на кровинно не клялись, какое-то время это может продержаться, эта ситуация, да, но потом она все равно, есть недовольство в обществе людей, вот это надо понимать, люди не удовлетворены своей жизнью. Пока они не удовлетворены, они будут пытаться решить сначала законными способами эту ситуацию, если не получается, будут решать другими способами, это надо четко понимать. Поэтому нужно, и вот эта задача и власти, и оппозиции, и других, я не знаю, научных кругов, чтобы они определились, что мы хотим вообще. Мы же не знаем. Но мы же хотим, Как этого достичь? Главное, как сделать так, чтобы у нас в следующем таких ситуаций не возникало. С другой стороны, как сделать так, что люди, которые будут создавать такого рода ситуацию, там приходить, штурмовать президентский дворец, они знали, что им за это будет. Вот как это сделать? Одними там нравоучениями, да, не обойтись. Да. Но мне кажется, все-таки для этого нужно, как бы, чтобы ну вот эта наша политическая элита сказала, наверное, что не вдаваясь в подробности, вот все, что там происходило, все эти штурмы президентских дворцов, других административных зданий с 2004 года по сегодняшний день, это все очень плохо. Чтобы и те, и другие, наверное, сказали. И что вот здесь мы всех амнистируем. И вот начинаем, наверное, как бы и официально заявляем, что это амнистия. Никто не будет потом говорить, вот вы там тогда-то, вы там в 2014 году, вы в 2019, 2020 и так далее году, чтобы уже у тебя таких ссылок не работало. Но уже тот, который там уже будет замазан в этой как бы неприятной истории в последующем, если она будет повторяться, то, естественно, он будет привлечен на полную катушку к уголовной ответственности, и это будет не рядовые активисты, как ныне происходят, а люди, которые стоят вот, ответственные за вот эти политические процессы, так или иначе приводящие к кризису. У меня как бы лично вот такой взгляд на... Я практически, моя точка зрения с твоей совпадает. Да, но вот поэтому нужно заручиться общественной поддержкой и сказать, знаете, братцы, ну хорошо, сейчас это можно квалифицировать как хулиганка 15 суток или что там, не знаю. Но все, мы и те, и другие, мы заканчиваем это дело, эту практику. Да, ну а как просто закончить не могут. Нужно заняться экономической и политической реформой. Вот. По-другому мы обречены, будем по кругу бегать. Но тут возникают другие проблемы, и эти проблемы я вижу, в общем-то, как бы наталкивают мысли на эти проблемы события, происходящие в Казахстане, где, в общем-то, не было как бы этих двух противоборствующих сил, потому что власть
такой монолит, с одной стороны. Оппозиция, фактически ее и не существовало. Она либо находилась за рубежом в Казахстане, да, казахская оппозиция, либо она давно эмигрировала, основные ее игроки. А другие, которые остались, они как бы сидели тише воды, ниже травы и исходили из позиции, как бы чего не вышло. Да, лучше вот как бы такая позиция премудрого пескаря, да, я недоволен, но я лучше посижу, помолчу. И тут вдруг такое как бы событие, да, в разных городах вышел народ, и там асоциальный такой протест. Сейчас разные там версии говорят, что же этому способствовало, кто там как бы рулил всем этим процессом. Но все-таки я обратил внимание, что там действительно очень большое, сильное как бы недовольство обычных людей. Вот этот взрыв, когда тебе 2 раза повышают там цену за природный газ, и когда у тебя там 70% или даже 80% транспорта работает на газе, на природном газе, да, и люди понимают, что это вот их лишают как бы очередных, как бы урезают их и тот небольшой заработок, который есть. И вот этот социальный взрыв, он в принципе в такой благополучной стране, как Казахстан, оказался вдруг как-то слишком очевиден, да, сейчас. Хотя ничего вроде бы не предвещало. Это даже покопался в цифрах, оказалось, что по уровню ВВП на душу населения Казахстан превосходит Турцию в 3 раза. То есть вроде бы народ должен быть богаче, но слишком оказалось большое расслоение между богатыми и бедными людьми. То есть одни там имели все, а другие практически ничего. Вот как нам не повторить вот этой ситуации? Потому что я тоже смотрю, что у нас тоже достаточно, мы движемся к тому варианту развития, вот этому казахскому варианту развития, когда есть очень богатые люди, и есть огромная масса действительно, ну, как бы на грани нищеты живущих людей. Как нам вот избежать вот таких процессов? Тем более мы сейчас стоим на пути, вот условно говоря, там при Владиславе Арзенбе было принято, я слишком затянул этот мой монолог, но при Владиславе Арзенбе был принят там первый этап приватизации, который касался там мелких, да, там магазинчиков, ресторанчиков там и так далее, там небольшой собственности. Потом уже тихо-тихо все-таки там пансионаты, там где-то какими-то путями, да, приватизировали через парламент. Но сейчас фактически мы подошли ко второму этапу приватизации, где основные такие активы, которые когда-то казались неподъемными, уже тихо-тихо отходят. И вот, в общем-то, и этот народ ничего не получит. То есть люди, которые тогда имели, вот первый раз что-то взяли, вот и второй, и третий раз забирали. То есть до этих людей просто ничего не доходило. То есть я к чему говорю о том, что как бы социальное неравенство, оно будет у нас расти и расти. Как быть в этой ситуации нам, абхазам? Ну, возвращаясь к Казахстану, потом к нам. Да. Вот, нигде, наверное, в мире не было территории, где так штудировали Маркса и Ленина. Но, видимо, ничего не запомнили и не поняли. Вот. У всех, вот посмотрите, сейчас говорят еще какие-то внешние силы. Ну, внешние силы, они всегда пользуются тем, что есть внутри. Вот. Это так все равно, что искать внешние силы, какие были внешние силы у Великой Французской революции, Английской революции, у восстания красных повязок Китая в XIV веке, восстания Отто Тайлера, Пугачева, кто финансировал, Сорос какой-то, да. Вот. Нет, последствия этих всех волнений, они могут разные. Участники, вовлеченные, заинтересованные, появиться, подключиться по ходу процесса тоже могут разные. Но причина всегда одна. Это недовольство населения своими условиями жизни. И вообще, мы знаем, прогресс, он развивается за счет чего? За счет того, что периодически вот это недовольство, оно возникает, и оно разрешается либо путем реформ, удовлетворяются требования вот этого населения. Посмотрите, вот Запад, после того, как, наверное, в России произошла
Октябрьская революция, посмотрите, какие произошли изменения в трудовом законодательстве, там установлена минимальная заработная плата, и вот это все, это очень сильно повлияло на социальную политику в западных государствах, революция, которая произошла в России. То есть здесь и для Казахстана, и для Абхазии действует одно правило, что население, оно вообще, конечно, очень терпеливое. В разных странах по-разному, абхазское население тоже терпеливое, но не до такой степени, как в некоторых государствах, потому что у нас не произошло такого еще раз классового расслоения, да, инструментарии государственные не такие. Вот. Поэтому у нас быстро все это происходит, да, государство слабое. Вот. Но нужно понимать, и я думаю, я надеюсь, что это в Казахстане такие выводы сделают, что ответом на вот эти события не должно быть ужесточение того, что было до этого. Потому что ситуация вернется на новом, уже еще более опасном уровне, взрыв может произойти. Вот. Я, кстати, вот по поводу действий ОДКБ тоже хотел сказать. Вот. Я думаю, это как раз вот тот момент, во-первых, это, конечно, в этом заинтересованы сами страны ОДКБ, потому что это вообще опасный регион. Потому что если происходит дезинтеграция какой-то страны, тем более такой гигантской, как Казахстан, ну, сразу религиозные экстремисты, первые, кто там могут появиться в регионе, воспользоваться вот этим недовольством социальным людей, потому что люди обездолены, они ищут выхода в таких радикальных течениях зачастую. Вот. В этом, конечно, весь центральноазиатский регион не заинтересован, Китай не заинтересован. И я думаю, что вот эти действия ОДКБ, они соответствуют интересам Запада в целом. Потому что Казахстан, вот я читал, за вот постсоветский период 300 миллиардов долларов инвестиций. В основном английские, американские, китайских меньше. В основном западных стран. Ну, там весь энергетический комплекс практически британские, американские компании. Я думаю, компании. что вот эти западные корпорации вздохнули с облегчением, когда появилась сила, которая гарантировала восстановление там стабильности. Но нужно понимать, что причины этой нестабильности кроются. Вот, конечно, Назарбаев человек заслуженный, несомненно. Но вот это 30-летнее нахождение у власти, вот этот непотизм, это же вообще и для Азии свойственное дело, да, коррупция масштабная, невозможность вообще каких-то социальных лифтов пробиться там, решить какие-то вопросы законными, политическими средствами, это все, конечно, к этому и ведет. Я думаю, надеюсь, что вот эти партнеры Казахстана, прежде всего России, они направят и помогут и казахскому руководству, чтобы вопрос все-таки шел в сторону либерализации этого режима, чтобы он не был, опять не переродился в какую-то псевдомонархию, как это было. Вот. Какие выводы для Абхазии? Ну, сейчас, вы знаете, у нас произошел, как ты сказал, первоначальный этап накопления капитала. Вот. Те, кто в этом процессе участвовали, естественно, они ищут возможности для его расширения. Вот. И у них этих возможностей, как ты справедливо отметил, гораздо больше. Они будут искать привлечение зарубежного капитала для улучшения своего положения. Будут, конечно, здесь интерес к Абхазии есть и со стороны внешнего крупного капитала. Конечно, внешние инвестиции, они должны быть. Но нужно понимать, в каких масштабах, в каких объемах должны быть известные ограничения. Потому что в противном случае, в очень короткое время, Абхазия будет освоена иностранным капиталом полностью. Вот. И будет происходить вот этот самый рост недовольства уже со стороны нашего населения, которое оказалось вне этого процесса. Оно будет это недовольство соответствующим образом выражать, в том числе уличными акциями, жесткой оппозицией и так далее. И тут, конечно, возникнет желание это все подавлять. То, что происходило в других постсоветских республиках. Вот.
То есть это решать эти вопросы за счет установления полицейского режима. Ну, надо понимать, что эти такие методы, они в Абхазии, во-первых, проблематичны, потому что на полицейский режим, во-первых, средства нужны. Они в Казахстане в нужный момент оказались большой проблемой. Во-вторых, это совершенно создается ложное впечатление контроля. Потому что, вот как ты правильно говоришь, в один момент как глиняный горшок может развалиться. Поэтому нужно понимать, когда мы должны понимать, к чему мы стремимся. Наша экономическая модель должна основываться на том, чтобы у нас наши граждане, они как можно шире, вот среди наших граждан, они были собственниками. Вот этому надо способствовать. А нужны, конечно, ограничения по тому, что, сколько может быть приобретено. Во многих странах эти ограничения для иностранных инвестиций существуют. Там и местных подключают в качестве партнеров. Объемы можно ограничить этих инвестиций, количество земли, там вот эти все вещи можно, там налоговое законодательство для этого существует. Но нужно понимать, что эти инвестиции, если мы их не будем регулировать, внешние инвестиции, то они будут работать исключительно на себя. Зачем им кормить наше население? Вообще никакого смысла нету. Надо будет выжимать все, что здесь есть, и держать здесь полицейский аппарат, чтобы остальные не дергались. Вот. Это будет такое отношение. Мы должны понимать, что мы не уникальны. У нас вот сейчас очень ключевой исторический момент. Когда мы вот эту первую стадию прошли, выходим на другую стадию. Вот в этой стадии как будет, так и пойдет. Поэтому уже сейчас, вот когда будут встречаться товарищи, оппозиция, не знаю, другие, они должны подумать, какие мы можем создать гарантии для наших граждан, чтобы они не превратились просто в маргиналов, в люмпинов, чтобы у них была возможность получить какие-то активы в нашей стране. Возможно ли, допустим, вот там в России, там в начале 90-х, после развала Советского Союза, все-таки они там провели некую приватизацию, в которой как бы официально было задействовано, все получили, там каждый гражданин Российской Федерации получил что-то типа ваучеров и так далее, это там, ну, как бы такая афера была. Но как бы у нас, возможно ли у нас провести вот реальную вот такую как бы приватизацию, когда каждый житель, каждый гражданин Абхазии поимел бы свою, ну, участвовал там, был бы каким-то долевиком в этой общественной собственности. Нельзя в наших условиях, где у нас подавляющее большинство населения вообще они бедные, они живут от 1 числа до 30-го. Им многим вообще не хватает тех денег, что они зарабатывают. Вот чисто правую либеральную модель здесь применять нельзя. Обязательно нужно использовать и левую политическую мысль. А о чем я конкретно хочу сказать? Ну, левая политическая мысль у нас заключается в том, что мы раздуваем бюрократический аппарат, и вот это огромный политический аппарат, он является некой социальной подушкой. Аппарат, он существовал в Российской империи. Нет, огромный. Николай I говорил, что настоящим правителем России являюсь не я, а столоначальник. Вот. Я что хочу сказать? Я это о другом хочу. Есть разные формы. Есть формы кооперации. Вот Финляндия очень успешно этими пользуется вопросами. Есть вот эти скандинавские страны, кстати, их опыт надо изучить. Потому что у них сделана система построена так, да, там капитализм, рыночные отношения. Но там такая степень регулирования этих отношений, чтобы те активы, которыми эти страны располагают. Одни из самых высоких налогов там существуют. Да, это так. Сразу, может быть, к этому не перейдешь, но нужно понимать, этапы должны быть, четко этим следовать вещам. Но главная задача, у нас же не заключается задача просто, чтобы здесь приехали люди, что-то, какой-то крупный объект построили, мы через забор смотрели, какой он замечательный, вот они эти деньги зарабатывали бы, вывозили бы к себе домой, что так и будет, а еще лучше они домой не вывезут, а вывезут куда-нибудь в офшор. В офшор, да, ну вот в России продолжается вывоз капитала, масштабный вывоз капитала в России продолжается, потому что эти многие вообще сферы, они таким образом и устроены.
в имущественном смысле. Вот. Поэтому нам нужно, исходя из тех негативных последствий, которые мы видим на постсоветском пространстве, все-таки ориентировать и внешние инвестиции. Без них не обойдешься. Нельзя допустить. И они должны быть защищены всеми силами нашего государства. Нужно понимать, они должны сразу знать, какие у них стартовые условия. Что они заплатят этой стране, вот. Что они смогут вывести, куда они могут прийти, в каких объемах могут прийти. И эти средства должны работать прежде всего на наше население. Иначе это же наше государство, наша страна. Вот этот многонациональный народ, который здесь есть, он должен быть первым бенефициаром этого всего процесса. Вот исходя из этого надо действовать. Ну, в любом случае ситуация действительно достаточно тяжелая. И если мы реально не извлечем уроков из Казахстана, с того, что произошло в Казахстане, мы, мне кажется, в любом случае можем наступить на эти же грабли. И допустим, сейчас, когда ситуация, тоже свои аналогии, да, там в Казахстане там дважды повысилась цена. Правда, за один день они сразу повысили там цена на сжиженный газ, а у нас, в общем-то, от 40 копеек в течение нескольких лет мы должны дойти до 2 рублей. И эти 40 копеек мы тоже не все регулярно платим и так далее. Да, а 2 рубля нам придется, наверное, как бы железобетонно платить. То есть не получится, что там я завтра заплачу, через месяц занесу и так далее. Там, видимо, все-таки будет жестко. Не заплатил, отключили. То же самое, кстати говоря, в Казахстане. В Казахстане в некоторых регионах люди авансом, то есть наперед платили за потребляемое электричество, там, воду, коммунальные, то есть они сразу вперед платили и потом им отпускали вот по этой. То есть если мы, в общем-то, поднимаем цену на энергоресурсы и не даем ничего взамен, то это обязательно приведет к социальному взрыву. Да, и когда расслоение будет, общество будет нарастать, да, вот расстояние между богатыми и бедными, оно будет равно огромной пропасти, да, то это обязательно приведет к социальному взрыву. И я думаю, вот, наверное, вот именно об этом все-таки нужно думать нашей политической элите, потому что какие бы сейчас договора они там не заключали о том, что вот мы не будем этого делать, да, там, допустим, штурмовать тот президентский дворец, в конце концов может сложиться ситуация, при которой ни одна из сил политических не участвует вот в таких вещах, да, а просто есть какой-то народный бунт, стихийный бунт, который может стать абсолютно неконтролируемым. То есть и такие варианты тоже надо просчитывать, да, там, да, не дай бог, чтобы это у нас произошло, но и такие варианты тоже надо обязательно иметь в виду. Надо дать, хотя вот мы должны поскольку, еще раз говорю, надо использовать и те преимущества, которые есть у малого нашего общества, в котором куча всяких связей, родственные, знакомые, все друг друга знают. Ну, может быть, поэтому вот сейчас нужно эту ситуацию разрешить таким образом, что дать друг другу шанс вместе разрешить проблемы, которые наши общие. Да, можно, и поэтому, если мы договариваемся, что мы вот по этим вопросам начинаем работать, на что-то можно закрыть глаза и сказать, что в дальнейшем мы это не спустим. Но это должно публично быть сказано, и общество должно тоже это принять. И те, кто за, и те, кто против вот этих всех. И те, кто воздержались. Да, и те, кто воздержались, да. Да, воздержавшихся, кстати, и больше. Вот, поэтому надо вот постараться использовать эти наши преимущества нашего общества. Нужно, потому что потом все равно будет развиваться так же, как везде. Да, и это все, во-первых, эти все связи не сейчас существуют. Капитализм это все разъест. Вот, будет совершенно другая социальная структура общества. Она будет меняться, усложняться, связи по другому принципу будут строиться не так, как сейчас. Это все нам предстоит. Мы не уникальный народ. Но вот сейчас то, что у нас есть, мы должны использовать для того, чтобы дальше было лучше, а не хуже. Но мы все-таки будем
завершать нашу передачу. Подведение итогов прошлого года у нас не получилось, потому что у меня такое ощущение, да и не только у меня, что из года в год у нас одни и те же проблемы, так что рано пока подводить какие-либо итоги, ибо мы, в общем-то, не делаем каких-то радикальных выводов и тем более не делаем радикальных шагов по исправлению ситуации. Мы все-таки простые граждане, не только простые граждане, но и наши политики, надеюсь, надеются, что можно что-то вот, действительно реально изменить в этой стране. И наше общество тоже давно ждет реальных перемен, и мы будем все-таки прощаться. Я напомню, что сегодня у нас в студии мы достаточно в таком скромно собрались и обсудили. Был наш постоянный эксперт Астамур Таня и я, Инал Хашик. До свидания. До свидания.